Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Сегодня для всех жителей Якутии скорбный день. Ровно 3 года назад, 4 августа, перестало биться сердце человека, который навсегда изменил ход истории нашей республики. Он был не просто политиком или руководителем, он был архитектором современной Якутии, руководителем, который в самые тяжелые для страны годы не побоялся взять на себя ответственность за судьбу своего народа и заложил прочный фундамент для нашего будущего. Первый президент республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев. Сегодня у нас гость студии Юрий Семенов, руководитель Николаев-центра библиотеки архива первого президента республики. Юрий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала вот о чем поговорим. Сегодня, я, насколько понимаю, памятный день. Какие мероприятия пройдут в честь увековечивания памяти нашего первого президента? Сегодня в нашей республике День памяти первого президента. Ровно 3 года назад перестало биться его сердце, и в этот день пройдут во всех учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер различные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби первого президента, в том числе в 10 часов в городе Покровск, столице его малой родины, на площади, которая носит его имя, будет возложение цветов к его памятнику и гражданский митинг, в котором примет участие жители Хангаласского улуса, члены правительства республики, Государственное собрание Ил-Тумен и общественность республики Саха-Якутия. В 12 часов у его могилы начнется панихида, который проведет владыка, архиепископ Якутский Ленский Роман, после которого также начнется гражданский митинг и возложение цветов. Тоже все желающие жители республики могут принять участие. Это в селе Актемцы, возле Троицкого храма села Актемцы Хангаласского улуса. Кроме этого, во всех, как я уже отметил, во всех учреждениях, молодежных центрах сегодня будут просмотры документальных фильмов, обсуждения и ряд других мероприятий. Например, в городе Якутске в молодежном центре «Патриот» в 3 часа дня сегодня состоится просмотр документального фильма о жизни и деятельности первого президента и его обсуждение. Так, во всех наших улусах республики мы сделали сводный план всех мероприятий. Это более чем 612 мероприятий в различных учреждениях во всей республике, в том числе в постоянных представительствах в городе Владивосток, в городе Москва пройдут Дни памяти первого президента. Мы считаем, что это достойный ответ жителей республики. Мы вот на протяжении этих дней и сегодня, только сегодня на наш чат Николаев-центра мы получили 215 различных сообщений о Михаиле Ефимовиче Николаеве, фотографии от жителей нашей республики, в том числе и из иностранных государств, тех жителей, которые там работают на сегодняшний день в различных университетах, научных, в том числе студенты из Китайской Народной Республики отправили сегодня нам сообщение, что они помнят, и Михаил Ефимович навсегда в их сердцах. В ноябре 2023 года глава республики Александр Николаев подписал указ о сохранении и увековечивании памяти первого президента. Обширный документ охватывает самые разные сферы деятельности, от науки, образования и спорта. Как сегодня он реализуется спустя 3 года? Необходимо сказать, что Арсений Сергеевич лично взял под руководство всю деятельность по увековечению памяти первого президента. И так как он занимается этим, наверное, никто не занимается, и это, наверное, правильно, это очень ценят и люди, и соратники, те, которые с Михаилом Ефимовичем создавали нашу современную республику. Необходимо сказать, что практически все пункты этого большого указа, который охватывает абсолютно большинство направлений деятельности и сферы жизни нашей республики, где можно было так или иначе увековечить, они практически исполнены. Например, в городе Якутске наименование площади, появилась улица имени Михаила Ефимовича Николаева. Очень символично, что это именно та улица, которая связывает с его Хангаласским улусом. И там же будет построен памятник и создан площадь имени Михаила Ефимовича. Уже прошел конкурс и эскизный макет, утвержден конкурсный
конкурсной комиссии. Вот начнется строительство этой площади и памятника. Это будет большое пространство для жителей нашей республики и гостей, где они смогут ознакомиться с историей родной республики, с деятельностью Михаила Ефимовича. Строится мемориальный комплекс Ильи Актемца Михаила Ефимовича большой, где также будет его и биография, и жизнь, не просто памятник, а такой большой монументальный. Это была принципиальная позиция руководства республики, лично Арсения Сергеевича. Конечно, мы немножко строительство идет, где-то надо сказать, что, может быть, медленнее кто-то в этом делает замечание, но пусть уж медленно, но лучше, хорошо, долго, чтобы это стояло. Спешить в таких делах это не столь хорошее явление, он будет сделан, финансирование предусмотрено, проект Николая Кычкина введется в работу, и мы очень надеемся, что это станет тем местом, где каждый сможет ознакомиться и поклониться великому сыну нашего народа. Санаторий Бесчегда в городе Москва, который Михаил Ефимович отстаивал, чтобы он для жителей республики всегда работал. Сегодня участники специальной военной операции проходят там реабилитацию, носит имя первого президента. Создан документальный фильм, серия больших фундаментальных книг. Это тоже было поручение Арсения Сергеевича, чтобы мы документально, архивном фонде сохранили. В Национальном архиве появился персональный фонд. Лично министр Афанасий Иванович Ноев курирует это направление. В аудиовизуальном фонде собран огромный архив. Национальная вещательная компания НВК «Саха» передала большой фонд. И это все сохранено. То есть мы сделали все под руководством Арсения Сергеевича, чтобы вот тот документативный, архивный, аудиовизуальный фонд был сохранен. Это очень большая работа. Только один архивный фонд, это 1500 листов, в том числе его рукописей, первичных документов, которые мы смогли сохранить, которые мы смогли собрать за эти 3 года, и уже в Большом национальном архиве он хранится. Кроме этого, конечно же, создан документальный фильм. Никита Аржаков проделал очень большую работу, чтобы он имел и художественный замысел, имел и документативно подтвержденные факты. И этот фильм сегодня очень большой популярностью пользуется. Важно сказать, что особенно среди молодежи они таким образом познают историю тех 90-х лет, которые в нашей стране очень тяжелые были. Именно этот период, вот стойкость духа Михаила Ефимовича смогла преодолеть все эти препятствия и создать современную республику Саха-Якутия. Поэтому комплексно все дело идет, все реализуется. Я уверен, что все будет воплощено. Но самое главное, это не только указ, самое главное, что в сердцах и умах людей это осталось. Поэтому большая ответственность, прежде всего, у нас самих за сохранение памяти выдающегося государственного деятеля международного масштаба, как Михаил Ефимович. Юрий Иванович, а какой из пунктов указа вы считаете наиболее важным? Указ номер 93. Я считаю, что наиболее важным это сохранение вот именно документативного, архивного фонда, то, что неоспоримо доказывает тот огромный прорыв, который Якутия сделала в 90-е годы. Если мы в 1993 году были на 41-м месте по индексу развития человеческого капитала, то в 2001 году мы были на 8-м месте. И Организация Объединенных Наций это признала одним из самых выдающихся достижений человечества, который должен быть масштабирован во всех северных регионах, учитывая наши сложнейшие природно-климатические условия. Мне кажется, это величайшее достижение, и архивно, документативно это подтверждено. Второе, я считаю, это безусловно сохранение, создание мемориального комплекса. Это тоже очень важный документ. Вот мы живем в селе Актемца, видим, что не было той недели, когда кто-то бы не приходил и не поклонился бы к Михаилу Ефимовичу с большой благодарностью. Поэтому такое место будет. Ну и создание, конечно, книжного фонда, потому что это тоже первичные документы, шеститомник, большое время Николаева, тоже благодаря нашей национальной компании АЯР, Национальному архиву республики, Министерству культуры, эти фундаментальные труды сохранятся в памяти и в истории нашей республики. И, конечно же, документальный фильм. Я думаю, еще будут документальные фильмы. И здесь бы я, конечно, выразил большую благодарность национальной вещательной компании «Саха», которая за эти 3 года сняла 4 документальных фильма, подтверждающих и с большим архивным, фондом воспоминаний соратников, тех людей, которые создавали. Это Евгения Савельевна Михайлова, это Иванов
Климент Иванов, Андрей Саевич Борисов, Василий Михайлович Власов, вот Матвей Васильевич Мущин. Снять вот таких глыб и сохранить в памяти, мне кажется, это очень дорогого стоит для будущих поколений. Юрий Иванович, вот к слову про будущих поколений в заключение хотелось бы спросить. Безусловно, большая часть всего, что есть у нас в республике, я думаю, что правильно будет справедливо сказать, что это результат работы Михаила Ефимовича, результат тех трудов, которые он делал вместе со своими соратниками. Каким вы видите будущее его наследия? Я вижу, что Михаил Ефимович, это и документативно подтверждено, практически все, что делается сейчас и на грядущие годы, Михаил Ефимович предвидел за десятки лет. Это глубокий научный анализ, которым он пользовался, он науку ставил первее и выше всего. И одна из его даже последних речей, он говорил, если наш народ и республика хочет развиваться, то он во главу угла должен ставить высшее образование и наука. Поэтому я уверен, что светлое будущее нашей республики будет незыблемым, потому что именно у нас есть высшие учебные заведения, особенности наш колыбель якутской интеллигенции Северо-Восточный федеральный университет, 10 корпусов которого он построил, ни в одном субъекте подобного не было, чтобы федеральному центру регион строил подобно. У нас есть Академия наук Республики Саха-Якутия, у нас есть Высшая школа музыки, культуры и творчества, Чурапчинский институт физической культуры и спорта. И самое главное, большое достижение, Арктический государственный институт культуры и искусства, который также он основал. В этом году, в честь 25-летия, он вообще стал университетом. И как он трансформируется? Вот именно. Не это ли показатель того, что наш народ может идти созидательно и очень прогрессивно время. Поэтому я считаю, что очень большое внимание уделено Михаилу Ефимовичу именно развитию человеческого капитала, развитию науки и высшего образования, потому что без этого сохранить население на определенной территории невозможно. Человек всегда будет стремиться получить для себя хорошее, достойное образование, чтобы получить достойную, высокооплачиваемую работу и жить счастливо в этом срединном мире. И, конечно же, спортивная инфраструктура, здоровье, театры. Михаил Ефимович очень много сделал, чтобы человек был и физически, и духовно здоров, и это будет развиваться. И мы сегодня видим, как Арсений Сергеевич вообще формирует принципиально новую индустрию в Якутии, креативную индустрию, при этом очень гармонично поддерживая, сохраняя лидерские позиции в промышленности. Мы понимаем, что без реального сектора экономики ничего быть не может. Но кроме этого создается новое направление, которое станет большим вторым крылом. Это креативная индустрия и цифровая экономика, без которого невозможно развитие 21 века, тоже основы которого заложил Михаил Ефимович. Надо вспомнить только несколько указов, где он в преамбуле напишет собственноручно: предвидя опережающее развитие фундаментальной математики, информатики, химии, физики, создать Институт математики и информатики при Якутском госуниверситете и физико-математический форум Ленинский край, ныне Малая академия в селе Актемсов. Не это ли громадное предвидение, прогнозирование будущего развития? И не только предвидение, а создание и воплощение в жизнь всех этих идей, которые у нас есть. Поэтому в республике есть прочный фундамент, на котором стоит, и ум и талант нашего народа всегда будет развиваться благодаря тому, что есть наука, высшее образование, культура и духовность. Я считаю, что самое главное, как завещал Михаил Ефимович, мы только должны верить в свой ум и талант, и только своим трудом и не ожидая ниоткуда маны небесной добиваться тех целей и задач, которые мы ставим перед собой. Поэтому я очень верю, что наша молодежь никогда не забудет заветы Михаила Ефимовича и будет воплощать в жизнь его великие идеи развития родной республики и создания большого социокультурного центра, потому что он, надо сказать, сделал все, чтобы мы преодолели и из окраины большого советского государства, большого российского государства стали центром мирового тяготения. И это не пафосные слова. Международные спортивные игры «Дети Азии», 40 с лишним стран-участников, различные кинофестивали, культурные мероприятия, экономические форумы. Большое количество людей. И самое главное, наше мышление поменялось. Это тоже заслуга Михаила Ефимовича. Если мы раньше, до Михаила Ефимовича, жили, как бы выжить, как преодолеть эти сложнейшие природно-климатические условия, как пережить зиму, то сегодня мы говорим,
как достичь мирового стандарта в тех или иных. Любое, в каждом улусе проходят все мероприятия. Я, не смеясь над этим, очень серьезно, с большой радостью говорю, все, что мы создаем, мирового уровня. Почему нет? Почему мы не должны достигать такого качества, такого уровня, чтобы житель республики пользовался вот этим качественным уровнем? И, конечно, здравоохранение. Мы видим, как сегодня семимильными шагами идет наше здравоохранение. Мы очень рады, что несколько лет назад Национальный центр медицины возглавил Станислав Николаевич Жирков. Национальный центр И медицины. Национальный центр медицины, к слову же, и носит имя Михаила Ефимовича. Да. Юрий Иванович, я уверен, что все то наследие, которое Михаил Ефимович заложил, оно обязательно останется и будущим поколениям, и поколения еще многие-многие вперед будут его помнить и чтить. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши Спасибо. вопросы. Это было актуальное интервью. До встречи.